Hallo, салом алейкум. Хорошо. امیدوارم که صحت و سلامت هستین. بسیار انتظار Хорошо. نشدید. Не. خیلی موضوع رو میدونید. خبردار Албатта. هستید. Это, знаете, и больно, хочется и плакать, и смеяться одновременно. Но я думаю, что это больше надо плакать, чем смеяться. Вам как удобно? На русском языке, на таджикском языке? Да, Как? можно на русском. Да, Вдалеке как от вам? родины потихоньку забываем родной язык, потому что мало общаемся на нем. К сожалению, да. Инкас Харило Мебушан, Харило, он журналист, он работал, у него опыт очень, и он в Таджикистане долго жил, уроженец Таджикистана. И насколько я знаю, журналисты постоянно там смотрят в разные такие в информации, они все смотрят и берут оттуда то, что надо, особенно вот такие. И вы тоже осведомлены. И то, что происходит в Таджикистане, вы сами тоже через это проходили, много чего видели. Я бы хотела вот узнать ваше мнение. Вот облава. Облава это получается... У меня сегодня такая тематика. Облава и Розани Гуфтагиам. Розани, как это перевела? Перевод Микарда Контоджикиба Русиба. Разбой, да? Разбойники. Разбойники. Но это так, совершенно разбойники. Алибаба и 40 разбойников получается наше правительство. И у меня там вопрос стоит. Я как бы сравнила вот эту нашу облаву с разбойничеством. Вот ваше мнение, скажите, пожалуйста, насколько они правильно делают? Это продолжается не первый год, поэтому все очень много сказано на эту тему, то есть десятки лет уже. Я вам просто насчет того, что вы сами видели, я могу просто привести пример, как я, собственно, находился в военкомате, куда меня привезли, и я находился сутки в этом так называемом обезьяннике, где просто там молодые ребята, то есть вот эта комната, она была переполнена, и там были только 2 скамейки, то есть людям просто негде было спать, то есть это хуже, чем, например, те же изоляторы, да, временного содержания. Это еще хуже, потому что здесь вообще ничего не дают, ни воды, ничего, просто то есть я все это глазами видел, как люди приходят, выкупают, как проходили медкомиссию, какие там коррупционные дела. То есть это все происходило и 20 лет назад, и сейчас происходит. И понятное дело, что люди боятся. Во-первых, сейчас последнее это заявление президента относительно того, что таджикистанцы, как всегда, должны готовить продовольствие на 2 года. И самое главное, подготовиться защищать отчизну, отечество. Вот эта фраза была, она достаточно-таки яркой для родителей многих молодых ребят, которые поняли, что, возможно, скоро будет какая-то маленькая война, возможно, это будет на границе с Афганистаном, возможно, с нашими ближайшими соседями по Центральной Азии, я имею в виду Кыргызстан, который вооружается и сосредотачивает силой на границе. То есть и с учетом того, что уже есть жертвы, да, этих же стычек, столкновений как на границе с Афганистаном, так эти, конечно, родители сейчас боятся отправлять, потому что фактически их дети будут первыми, кого отправить туда, да. В Афганистан либо в Кыргызстан. Да, сражаться. Поэтому люди просто боятся. Поэтому сейчас такой, то есть фактически этот ажиотаж, последние годы, честно говоря, не очень такой, я не видел такого сильного, скажем так, настроения, уклончества от армии я не очень видел. Почему? Потому что, то есть были, конечно, люди, конечно, бегали, конечно, да, были те же облавы, но в целом не так сложно проходил процесс призыва. То есть быстренько все, те же там громоздкие торжественные проводы, как у нас в основном Сагдийская область любит это делать. То есть, показуха. То есть тратят огромные деньги, эти все формы одинаковые, их покупают, какие-то там, то есть декорации. То есть это все, опять же, на бюджетные деньги. Почему? Потому что такое ощущение, что их отправляют куда-то там, я не знаю, в
в Сирию воевать. И это просто как бы просто призыв в армию, то, что И обычно... некачественный, главное. Да, да, да. То есть сейчас как бы я понимаю, что у людей как бы есть боязнь, поэтому сейчас вот немножко как бы с проблемой, возможно, столкнулись. С другой стороны, как бы власти всегда уже сколько лет говорят о том, что как бы да, запрет на облаву, но одновременно все это происходит, то, что мы сейчас видим как бы во многих как бы снятых так называемыми народными журналистами, как в Фейсбуке, Да. очень много роликов, где просто на улицах молодых ребят как бы задерживают. То есть Они как бы... они выполняют профессию журналистов. Слава Да, богу. да, вот вместо нас они выполняют, но главное, как бы законом запрещено об этом заявлять все. Но при этом пока не было ни одного случая, чтобы те, кто проводил эти облавы незаконные, да, они бы понесли наказание. Вот Хоть именно. какое-то, хоть какое-то. То есть получается, государство своими действиями Да. поощряет беззаконие. Вот о чем речь. Беззаконие. И смотрите, я бы называла в данное время то, что это преступление преступников. Да, вот Преступников, если громко о чем сказать. и Да. речь. То есть, если власть как бы поощряет преступников, о какой, как бы, скажем так, легитимности этой власти может, и как бы, эта власть не имеет права находиться как бы, да, у руля. Мгм. Вот в чем дело. Конституцию мы каждый год как бы День Конституции отмечаем, да, Мы как все гарант, отмечаем. бла-бла-бла. То есть как бы вот это все проходит постоянно, но, к сожалению, как бы все это остается просто в рамках вот этой книжки, которая, то есть вот эта знаменитая шутка есть, как бы, когда человек приходит в книжный магазин и говорит, я у вас вчера Конституцию покупал, хочу вернусь обратно. А он спрашивает, а почему? Он говорит, не работает, потому что. Вот, поэтому как бы вот у нас вот ничего не работает, поэтому вот это все происходит. И проблема еще в другом. Что я хотел сказать? Забыл. Ничего, Хорошо, если у вас вспомните. сейчас есть вопросы, я вспомню как бы. А, Смотрите, да. Проблема в том, что, да, у нас законы есть, у нас все законы есть. Как бы у нас демократическая страна, законы есть, но все это остается в книгах. И смотрите, вот то, что только сказала, да, наши законы противоречат. Это всегда во многих, только не только в этом законе, во всех там статья или там закон наши противоречат одним с другим. Там-то сказано так-то, так-то, а в другом месте сказано, нет, вот этого нельзя делать, вот это запрещается. И как это понимать? Ну да, да, кстати, вот хотел сказать насчет последней новости о том, что как бы студенты четвертых-пятых курсов могут, да, досрочно все сдать, и это. Да, То есть как бы я сейчас могу просто привести пример, аналог, как это делалось, когда у нас как бы студентов вывозили на хлопковые компании, то есть как бы я долго разбирался, скандалил постоянно с этим делом, да, почему, как это все происходит, потому что это тоже было незаконно. И там, конечно. как бы, власти Сардинской области, как минимум, как бы, то есть мне официально заявили, что группа, то есть, да, как бы, группа каких-то студентов изъявила желание в письменном виде добровольно поехать, как бы, куда? На хлопковую На компанию. службу, да? И да, нет, там туда тогда было как бы на хлопковую компанию. И как бы на основе этого они решили всех вывести. Я говорю, извините, но все же как бы не подписывали вот это вот. Ну, понимаете, и вот с этого, и вот также сейчас я думаю, вот то, что касается как бы службы в армии, да, вот примерно так же произойдет, то есть какие-то организуют какую-то группу, какое-то письмо, формальное, что вот мы готовы, мы патриоты, бла-бла-бла, и вот на этой основе как бы потом погонят всех. Ну, проблема даже не в этом, проблема в том, что как бы мне непонятно, как в государстве, где около 70% населения, считаю, является, как бы возраст которых считается как бы до 35 лет, то есть у нас очень молодое население, и Да. фактически, то есть как бы у нас должен быть перебор.
вообще желающих, как бы, да, как бы перебор желающих, как бы, но, к сожалению, откуда этот дефицит? Я понимаю, что очень много выезжают на заработки, но все равно большая часть остается здесь, там, в Казахстане. 8800 я вчера нашла. 8800. Что это? Это то, что данные я нашла по интернете. 8800 в данное время они служат, как бы, должны служить каждый этап, когда их набирают, Ну это каждый, то есть каждый призыв, как бы вот столько каждый людей. призыв. Да, понятно, как бы. Ну, это очень маленькая, как бы, цифра, да, для Таджикистана, там, 10-миллионного Таджикистана, где, как бы, я еще раз говорю, подавляющее большинство составляет именно молодежь. Да. Я не С знаю, это другой правильно, стороны, да, неправильно, но понятно, что, как бы, не хотят служить. Во-первых, сейчас вот это за счет того, что платное ввели, да, то, что могут, как бы, заплатить и это, то есть получается, что все, кто, как бы, все дети чиновников, все дети бизнесменов или даже те молодые люди, которые сами занимаются, как бы, каким-то бизнесом, им стараются. лучше заплатить эту сумму и два этих года продолжать заниматься своим делом. Это не Смотрите, считается, Хайрулла, да. вот тут я, извиняюсь, перебью вас. Смотрите, вот тут там у нас говорят в Таджикистане, это уже в моду, это со времен советских времен идет, да? Вот это долг должны, это родина, мать, мы должны любить, мы должны служить, наши молодежь обязательно. Смотрите, получается, если мы должны служить, это наш долг. А тут идет альтернативная служба. Там можно, значит, можно родину, мать покупать за 25 200 самани, выходит так? Это как понимать? Это придумали в первую очередь для, как бы, детей, опять же, тех же чиновников, богатеньких фактически. Это просто, что, потому что последние годы было очень много критики, почему сыновья, как бы, да, этих чиновников никто не слушает. Да, у них, конечно, есть, как бы, отмазка, что они якобы учатся там, и все-таки вот эта критика, она была всегда на виду, то есть, как бы, что и народ, что и международные организации, что и журналисты об этом постоянно, систематически говорят. Но, как бы, то есть, поэтому они ввели, да, для всех, пожалуйста, но извините, как бы, у нас все-таки очень бедная страна, и не каждый может себе позволить просто так выкинуть эти деньги. Я понимаю, если бы я не знаю, насколько это, можно ли в рассрочку это все как-то оплатить, то есть, или сразу, вот технически я не знаю, как бы, но в любом случае это достаточно серьезная сумма, чтобы, как бы, для какой-то семьи, соответственно, а если этот кормилец, например, тот же, который только достиг 18 лет, и он только начал зарабатывать в каком-то захолустье, да, в горном районе, где он просто пасет коров, вряд ли у него будут деньги, как бы, и сам, как бы, чтобы заплатить, забрав его, они и забирают таких людей, хотя Забирают. вы Они говорите, ловят, воруют. запрещено, как бы, но, к сожалению, это все происходит. Но самое главное это, что вот люди не обращаются с жалобами, то есть, как бы, правоохранительные органы. То есть это нужно сделать как-то массированно, то есть вот, чтобы все вот просто завалили суды и прокуратуру, там всех, просто завалили этими заявлениями, то есть это должна быть массовость. Вот тогда они уже будут вынуждены что-то делать, потому что, как бы, ну, это безысходность. Они не могут игнорировать, как бы, десятки тысяч, как бы, вот этих, как бы, да. Я понимаю, что, как бы, и именно, кстати, это нужно делать как, то есть обращаться письменно и одновременно создать какую-то базу, точнее, может быть, это сайт даже. Сайт какой-то отдельный сайт, где будут регистрироваться вот эти факты и фактически и, как бы, количество заявлений поступающих, как бы, и, соответственно, как бы, как бы, копию можно сразу отправить в аппарат президента, как бы, то есть и просто в режиме онлайн все будут отслеживать, что же происходит с этими, как бы, этими. Вот показать реальную картинку отношения власти к народу, попустительство этих всех беззаконий, то есть вот преступностей, и, как бы, народ потом просто может понять, сделать хорошие выводы из этого всего.
Смотрите, Хайрулло, да, это вы, кстати, очень хорошую идею подали. Опять же, тут должны заниматься юристы и общественные организации, которые, правозащитные общественные организации должны заниматься этим. Но если они отказываются в виде просто на эфир, да, они уже отказываются, они не хотят. Тогда как мы можем помочь? Вы думаете, внутри страны они там будут этим заниматься? Я не уверена в этом, что они... Сейчас как бы многие правозащитники работают чуть-чуть по другому принципу. Они как бы не, как мы, журналисты, они не идут как бы, да, и не ищут информацию. Они работают только по тому принципу, когда к ним обращаются. Вот, извините, как бы не каждый знает там в каком-то горном районе, что вот здесь там в Худжанде, в Душанбе или там в Кулябе сидит какая-то адвокатша, которая, как бы, да, возможно, занимается такими проблемами. То есть, во-первых, как бы, то есть массово люди не знают об этом. Поэтому правозащитникам нужно изменить именно подход к делу. То есть пойти в массы, регистрировать именно, то есть это то же самое, что по пыткам. То есть, как бы я как бы в каком-то интервью сказал, вот в среднем посчитал, то есть в Таджикистане не то, что ежедневно, ежечасно, вот если вот так брать все эти, ежечасно происходят пытки, ежечасно. Да. Если вот. мы сейчас с вами тут разговариваем, а там кого-то там питают. Вот, да, уже там двоих уже пытали, как бы, пока мы общаемся. Вот. К сожалению. Правозащитники фиксируют только те, которые к ним обращаются. То есть я понимаю, что многие... Проблема в том, что вот со мной многие сидели, как бы, да, их избивают, просто избитыми приводят. Они даже не знают, как бы, что это незаконно. Понимаете? Они даже не знают. Они у меня спрашивают. Вообще один из них спросил, я говорю, а вообще это они имеют право избивать вообще? Я говорю, конечно, не имеют. Это вы сами там видели своими глазами, я да? это все глазами сотни раз видел. Да. То есть люди понятия не имеют, что как бы просто пытать, как бы это запрещено. А тут простая вещь, просто облава. Ну, как бы забрали, да, конечно, как бы люди говорят, ну, забрали, что он, оказывается, должен. Да, но вот эти моменты, нюансы многие, да, которые как бы приступает закон, вот это все как бы люди не понимают этого, они не знают этого. И по этому принципу, еще раз говорю, нужно как бы один раз широкомасштабно, чтобы это было. То есть в каждом, например, правозащитники это могут сделать, нанять по 2-3 волонтера в каждом, скажем так, населенном пункте, да, в городах, районах, везде, чтобы у них были, чтобы каждый фиксировал вот эти все как бы факты облав, это раз. Во-вторых, фиксировать именно, то есть идти к родителям этих людей и объяснять, что вашего сына забрали незаконно вот по этим статьям. И вы можете обратиться, мы можем вам помочь в этом. То есть и вот так, то есть 1, 2, 3, 4, когда массово, вот уже как бы определенно когда будет заваливаться все это, люди потом будут сами тоже обращаться. То есть, как говорится, у нас цыганская почта в Таджикистане хорошо работает, то это быстро передается через бабушек у подъездов, поэтому просто нужно начать это. И все это публично выставлять вот на сайте. Как то же самое делали, когда как бы тот же ковид был, как бы народная статистика умерших нормально же делали, и этим пользовались. И, то есть как бы система работала, люди сами добавлялись туда, сами как бы предоставляли статистику, как бы, и этой статистикой пользовались международные организации, что вот, пожалуйста, и там все было, то есть имя, фамилия, должность, место работы, там вплоть до телефонов, то есть вся эта информация была. Сайт. Только. Это было на сайте. То же самое можно сделать, как бы сейчас, наверное, уже поздно, я не знаю, но как бы, это нужно сделать как бы хотя бы 1-2 призыва, чтобы понять масштаб этого преступления, которое совершается ежегодно по 2 раза, да? Это массово. Они должны завалить заявлениями, понимаете? Вот эту военную прокуратуру, суд. Там что есть все должны завалить, чтобы они Раша Гумкна, да? Не Раша Гумкна, когда, может быть, какой-нибудь эффект будет. Не эффект, хотя мало я верю, но может быть что-то будет.
Ну, тут как бы есть в этот, то есть как бы по каждому факту они обязаны ответить. И каждый этот ответ, он будет, извините, но в большей части Время. там будет либо глупость, либо обман. И вот эти все ответы тоже будут публиковаться на этом Да. сайте, чтобы как бы еще раз подтвердить, как бы, кто такие правоохранительные органы, кто такие у нас власть, и что они делают с нашим народом. Вот так. Смотрите, журналисты должны, конечно, подключаться. Это больше всего журналисты должны подключаться. И те сейчас общественная организация Фаолони Джомия Меганку, такие активисты, Мгм. общественные активисты должны работать вот с этим очень тщательно. Вот именно в период, получается, с апреля по маю, 2 месяца, да, у нас там облава идет конкретная. А потом сейчас По-моему, да, они, что-то в этом роде. да, апрель и май, вот 2 месяца должны работать. Ну, там есть, конечно, да, вторичи, вот Азуни Дильрабо, Самадова, э, М, пару таких этих есть. Но мне кажется, это Ну, им просто нужно, наверное, еще раз говорю, то есть вот таким образом, как бы, скажем так, чуть более агрессивнее, как бы, этим заняться, потому что проблем в Таджикистане слишком много, проблемы, которые гораздо хуже, чем это просто облава, да, то есть тут достаточно таки легкие да, нарушения, можно сказать, по сравнению с теми же, которые у нас есть. да. Поэтому никто особо на это внимание не обращает. Чтобы вот заострить как бы эту проблему, да, взгляд на эту проблему, например, того же Запада, что как это все происходит, то есть нужно просто как бы чуть-чуть агрессивнее, чуть-чуть активнее, один раз хотя бы, вот сколько, 2 десятилетия это все продолжается. То есть масштаб, мы не видели 20 масштаба. лет.